Глава 27. Сила против силы. Сегодняшнее поколение – это поколение силы. Все более и более сильные наркотики, убийственное оружие, мощные машины изобретаются каждый год. Мы имеем силовых политиков и людей, пробивающих свою карьеру. Мир пьянеет от власти. Человек любит проявление силы. От дубинок до атомной бомбы. Весь мир гоняется за силой. Мы извлекаем из-под земли энергию угля, спавшую века, и превращаем ее в движение. Мы проникаем своими машинами глубоко в недра земли, чтобы высасывать оттуда нефть и газ для нашего механизированного века. Наше общество зависимо от электроэнергии, без нее наши города разбивает паралич. Когда человек научился освобождать атомную энергию, 2 японских города были стерты с лица земли. С того времени мир с ужасом ожидает ядерной гибели. Над нами прокатываются радиоволны со скоростью 180 тысяч миль в секунду, 7 раз вокруг Земли за 1 секунду. На нашей телестудии в Саут-Бенде, штат Индиана, есть связь со спутником. Телевизионный сигнал, посланный из Вирджинии, Северной Каролины и Калифорнии, преодолев огромное расстояние до спутника и назад, почти мгновенно принимается здесь, в Саут-Бенде. Ты и моргнуть не успеешь. Наш мир поклоняется энергии, но она может использоваться 2 путями – конструктивно и деструктивно. Человек должен решить, каким способом использовать энергию. Сила греха. Грех – наиболее разрушительная сила в этом мире. Это величайший истребитель человечества. Организованная преступность, зло, захватившее многих людей, управляется силой греха. Новости постоянно сообщают об убийствах в маленьких поселках и больших городах. Мужчины убивают мужчин, женщины убивают женщин, дети убивают детей. Похоже, человечество потеряло всякое уважение к человеческой жизни и человеческому достоинству. Грех влечет за собой убийство, воровство, грабеж, прелюбодеяние. Алкоголь, азартные игры, мошенничество проистекают из греха. Вся моральная нечистоплотность исходит из греха. Грех силен. Ни один человек не может укротить силу греха. Твоя человеческая сила не может остановить силу греха, потому что его породил дьявол. Он командует теми, кто ворует, разрушает, убивает. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Читаем в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Сила естественного человека несоизмерима с мощью сатаны. Библия описывает сатану в его нормальном состоянии. На небесах он был печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Его одежды были украшены сверкающими алмазами, рубинами и другими драгоценными камнями. Но Люцифер обратил против Бога данную Богом волю. Вместо служения Господу он восстал против Творца и был сброшен со своей позиции красоты и славы. Исайя рассказал ужасную историю. Иисус рассказал своим ученикам, как падал с небес сатана, подобно молнии. Исайя называл его попирателем народов. Любая нация, ослабленная сатанинской силой, постепенно распадается. Люцифер описан как тот, кто колебал землю. Каждый раз, когда случается война, революция или беспорядки, проявляется сила дьявола. Он потрясал царство и опустошал мир. Через несколько дней после окончания Второй мировой войны я отбыл в Европу. В Лондоне я видел полностью разрушенное здание. Библейский колледж, в котором я учился, исчез. Все французские города, в которых я по много раз проповедовал, лежали в руинах. Я стоял и восклицал: «О Боже! О Боже!» Каждый раз, когда ты видишь разрушение,
есть зловещая связь с дьяволом. Его служение – это разрушение. Сила нашего Спасителя. Слово Божье дает нам значительно больше сил, чем есть у сатаны. Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 1 глава, 23-24 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Кто есть Христос? Христос – сила Бога. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. Евангелие – это сила Бога. Евангелие, которое мы проповедуем, это не слова, не точка зрения, не философские идеи, но сила Бога. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Когда мы принимаем Христа в свое сердце, что-то происходит с нами. Сколько мы Его принимаем, столько силы Он нам дает. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния, 1 глава, 8 стих. Мы получаем силу, когда Дух Святой наполняет нас. Ты этому рад? Когда я думаю о силе и противосиле, то представляю себе плотину. Чтобы остановить бег реки, ты строишь плотину и превращаешь реку в озеро. Что сильнее? Вода, стремящаяся вниз, или плотина? Если плотина тщательно спроектирована, она устоит. Вода прибывает, но плотина стоит. Сила стойкости одолевает силу движения, и тому ничего не остается, как повернуть назад. Когда сила сталкивается с силой, меньшая сила должна повернуть назад. Когда сила сталкивается с силой, одна из них обязательно побеждает. Сила Бога, когда мы проявляем ее, всегда одолевает силу зла. Бог старается поместить своих детей туда, где они могут узнать и проявить Богом данную силу. Когда сатана выступает против людей Божьих, он отбрасывается плотиной веры. Мы могли бы выразить это следующими словами: «Назад, воды дьявола, мы здесь стоим, мы здесь, чтобы послать тебя назад и сказать, куда ты должен отправляться». Сталь можно сделать настолько твердой, что другая сталь не сможет ее резать. Но маленький алмаз, помещенный в зажим, режет самую прочную сталь. Почему? Здесь снова выступает сила против силы, а одна из них должна уступить. Сталь говорит: «Я тверда», алмаз отвечает: «А я тверже, ты уступаешь мне, я начальник». Иисус говорил о противодействии одной силы другой, когда сказал: «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Дьявол может быть тверд, но мы тверже. Он может быть силен, но мы сильнее. Однако мы должны знать этот постулат, чтобы он стал действенным в нашей жизни. Мы должны жить силой и божественными полномочиями Господа. Несколько лет тому назад я встретил в Индонезии одну маленькую датчанку-миссионерку из Голландии. Когда она впервые проникла в горы Индонезии с проповедью Евангелия, местный колдун предложил ей убраться. Он заявил, что здесь его исконная территория. Датчанка сказала: «Это не ваша территория, я остаюсь». Он возразил: «Нет, здесь не может находиться еще один колдун,
Я уважаю других колдунов и не занимаю их мест, но и к себе их не пущу». Она удивилась. «Но я же не колдунья». Он заметил. «А действуешь как колдунья?» Они проспорили еще какое-то время. Наконец колдун сказал: «Давай посмотрим, у кого больше силы. У кого меньше, пусть уходит». Миссионерка согласилась. Колдун предложил: «Встретимся в определенный день и всех пригласим прийти». В этот день собралась вся деревня. Они считали, что увидят борьбу двух колдунов за власть над деревней. Молодая женщина и колдун ступили на платформу. Колдун посмотрел на нее и сказал: «Сделай что-нибудь». Она не знала, что ей делать, и предложила: «Лучше вы что-нибудь сделайте». Он лег на пол перед людьми и сделался твердым, как доска. Очень медленно силы левитации овладевали им. Сначала поднялись лодыжки, затем колени, и вот он уже плавает в воздухе. Люди были изумлены. Они сказали, что их колдун самый сильный. Миссионерка подумала: «Я не умею висеть в воздухе, придется мне уйти». Бог вмешался: «Вовсе нет». Она сказала: «Ну что же мне делать?» Бог объяснил: «Опусти его, поставь ногу на его живот и прижми к полу». Она подошла к колдуну, слегка поддернула длинную юбку, поставила ногу на колдуна и прижала того к полу. Тут Бог сказал: «Гони из него дьявола». Она крикнула: «Покинь его во имя Иисуса». Дьявол вскочил по ее приказу. Когда мужчина пришел в себя, то не мог понять, где он находится. Он был настолько одержим дьяволом, что жил с чужим сознанием. Он даже не знал, что происходит соревнование. Он спросил: «Где я? Что я здесь делаю? Зачем здесь столько народу?» Женщина подошла к нему и усадила его. Она рассказала, что здесь произошло, и он принял Христа как Спасителя. Датчанка возложила на него руки, и на мужчину сошел Святой Дух. В итоге датчанку назначили администратором, а бывший колдун стал мэром. Во время собрания общины она сидит в кресле позади него и дает советы лишь тогда, когда тому требуется помощь. Скоро деревушка приобрела известность как город беженцев. Каждый, кто принял Иисуса и подвергался гонениям, мог перебраться сюда и жить здесь. В нашей обыденной жизни мы сталкиваемся с проблемами и ситуациями, когда сила сталкивается с силой. От нас зависит, кто победит. Иисус Христос – победитель, и Бог хочет, чтобы каждый из нас был победителем. Он сделал для нас возможным всегда праздновать победу в Иисусе Христе. Бог желает, чтобы каждый из нас осознавал и исповедовал Его великую силу. Невозможно исповедовать поражение и одновременно посвящать Иисусу свою жизнь. Тебе надо исповедовать победу именем Иисуса. До конца этого века сила будет противостоять силе. Но Божье Слово установило навсегда тот факт, что самая большая сила у верующих, не у мира. Дети, вы от Бога и победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Читаем в первом послании Иоанна, 4 глава, 4 стих. Победили их – это демонов и духов зла. Тот, кто в нас – это Иисус через силу Святого Духа. Дьявол – это тот, кто в мире.